Можно сказать, что жизнь кыргызского человека всегда сопровождается устным народным творчеством. Вначале мать поет ребенку колыбельные, затем ребенку рассказывают народные сказки, загадки и разные истории, связанные с историей кыргызского народа. Однако, к сожалению, эта важная часть взросления ребенка в последние годы становится немного иной. Ему больше рассказывают русские сказки, говорят на русском или же просто дают гаджет. Но в то же время в других, в более развитых странах интерес к книгам и народному творчеству у детей растет. По мнению специалистов, это связано с тем, что писатели издают книги, соответствующие новым вызовам. Сейчас ведь ценности другие. Даже наши народные сказки нужно модернизировать, потому что их уже никто не читает. Мы не можем заинтересовать наших детей кыргызской литературе, потому что пока что нет писателей, пишущие в авангардном стиле. Сейчас очень мало тех, кто пишет в интересах детей, исходя от их предпочтений. Но, несмотря на это, по мнению членов Союза писателей Кыргызстана, современные писатели не должны в своих произведениях забывать о традициях и истории. Новые технологии и современное мышление крайне необходимо, но в кыргызском языке этого не происходит. Сейчас мы больше обращаем внимание новому стилю произведений, забываем о нашем народном творчестве и менталитете. Сейчас дети даже не знают имени коровы или овцы. На сегодняшний день 15 писателей Союза занимаются десятками произведений. Каждый из них в год выпускает как минимум одну книгу за свой счет. По мнению членов Союза, самое важное, чтобы развивалась детская литература. В Кыргызстане государство должно уделять этой сфере особое внимание. Сейчас практически никто не поддерживает детских писателей. Вот каждый из них издает книгу из своих средств или как-то пытается найти спонсоров. Выпускают понемногу, даже по 200-300 экземпляров. Книги раздают детям, но кому это хватит? Поэтому государство должно больше поддерживать детскую литературу в стране. Всего в Кыргызстане насчитывают более 2500 библиотек, и большая часть произведений писателей и поэтов раздаются по каждой из них. Ежегодно от отечественных писателей в книжные храмы поступает от 15 до 20 тысяч книг. Однако, что расстраивает, сами родители пока не заинтересованы в их покупке, а значит и дети читать произведения наших писателей особо не хотят. Айдым Атбекова, Айгерим Токтоналиева, Тынчтык Кольбаев, Нью ТВ.